Это «Якутия день за днем», и мы продолжаем подводить итоги недели. Редкую контрабанду задержали приморские пограничники. Вывоз 4 тонн бивни мамонта остановили сотрудники ФСБ. С таким объемом древних ископаемых они столкнулись впервые. Казалось бы, при чем здесь Якутия? Вот в управлении ФСБ нам сообщили, что именно якутская фирма-отправитель снабдила бивни поддельными документами. По ним партия оценивалась в 2 миллиона рублей. У пограничников возникли подозрения. Дополнительная экспертиза показала, бивни являются культурной ценностью. По подсчетам специалистов, общая стоимость такой партии – 340 миллионов рублей. Ценный груз обнаружили в одном из контейнеров, его готовили к отправке за границу. Как мамонты спасают слонов и почему останки мамонтовой фауны выкапывают тоннами? Об этом мы поговорили с Валерием Плотниковым, кандидатом биологических наук. Чем бивни мамонта привлекают черных копателей, лицензированных копателей? Чем они вообще привлекают? Ну, конечно, привлекает, во-первых, своей ценой. На данный момент на рынке он это все-таки не очень дешево стоит, поэтому и в основном идет продажа на Китай. Вот. Ну и вообще испокон веков вот этот материал, скажем, да, органический, он всегда привлекал людей, даже в те времена, когда вот таких большой торговли-то не было, люди просто собирали, потому что красиво. Все это выглядит изящно, и очень хороший материал для, например, использования их в быту. Те же расчески делать, те же рукоятки ножей, что-то там из такие игрушки, сувениры, возможно, какие-то. Но я знаю, что есть легальные, так скажем, не копатели, а недропользователи, да, они у нас в республике получают лицензию, получают разрешение. Есть экспортные лицензии, то есть, которые дают право продавать вот эти бивни за рубежом, не только в Китае. Ну, в основном, конечно, китайский рынок. Объясните мне и нашим телезрителям, которые не совсем разбираются вот в теме мамонтовой фауны, чем бивни мамонта отличаются от бивней слона? Ну, так-то практически ничем особо, но если посмотреть структуру, да, вот по структуре они чуть-чуть отличаются. Если распилить бивень и посмотреть под микроскопом, там конусы нарастания немножко по-другому у слонов и у мамонтов. Ну, это, и опять же, сейчас вот современные слоны есть в Африке и в Индии, да, они по-разному используют свои бивни. Кто-то использует их для корчевки деревьев, кто-то для копания земли, там, и у них разные формы. То есть функциональные особенности у каждого вида разные. У бивни мамонта, по нашим предположениям, по научной части, вот именно, она была, скорее всего, пригодна для турнирных боев, то есть, да, потому что у самцов бивни больше, чем у самок. И вторая – это для добычи пищи, то есть, ну, и для защиты имеется в виду. То тоже. Считается, что бивни мамонта, они заменили бивни слонов. Да, это, конечно, это большой успех, то, что запретили торговлю слоновой кости, потому что слонов осталось и так уже мало. А бивни их стоят, конечно, на черном рынке, наверное, вот, вообще на рынке очень дорого. Вот. И вот мамонты, вот как сородичи вот этих предки вот этих современных слонов, как бы сейчас заменяют их на рынке, тем самым спасая их в современности, как бы скажем, их популяцию. А вот вы говорите, что таким образом сородичи, то есть мамонты, спасают слонов. Да, косвенно, да, спасают, можно так сказать. Возникает же тогда другой вопрос. А кто же спасет бивни мамонтов? Они же закончатся, их же выкопают рано или поздно. Да, их конечно, же перепродают. Это материал такой, что он не возобновляется, естественно. Да, материал когда-то закончится все равно. Но, опять же, благодаря вот этим людям, которые копают, мы имеем возможность получить материал по этим бивням, вычислить, взять всю информацию из этого бивня, потому что сам бивень мамонта содержит очень много информации по анатомии, так скажем, по среде обитания того времени. Да? Если вот можно датировку сделать радиоуглеродную, можно вычислить, когда это животное погибло, можно выйти на климат, то есть можно вычислить, какой в это время, когда жил мамонт, был климат. И то, что вот эти копатели, скажем, да, вот недропользователи копают, некоторая часть, конечно, проходит через нас, и это для нас очень такой клондайк вот этого материала для наших научных исследований, так скажем.
принято считать, что большая часть мамонтов, останков мамонтовой фауны, в том числе и бивни, находится в Якутии. Но это подтверждают и другие научные изыскания, когда у нас находят и мамонтенка юку, когда нашли. Да, республика у нас уникальна тем, что у нас есть такие особые условия, да, которого нет практически нигде. Вот. И вот это вот, имеется в виду мерзлота. Да, вот мерзлота сохраняет вот эти кости в первозданном виде. Да. Например, в прошлом, позапрошлом годах нашли детеныши львят даже, которых там мамонты не сохраняются, да, вот кости их протирают, а куда вот там эти маленькие котята, там, они сохраняются. Вот, и бивни сохраняются. Вот. И я не говорю, что вот все находки, именно все мамонты были только в Якутии, мамонты были везде, то есть по всей Евразии до Лондона, по Северной Америке, там, по Аляске ходили, все. Вот, просто они у нас сохраняются. Находят и в Монголии, там, но у них очень сильная минерализация идет. То есть без мерзлоты она уже начинает окаменевать, да, вот так скажем, если просто говорить. А у нас все это зафиксировано в мерзлоте. То есть у нас вот 75-80% всех находок и бивня, костей, и мамонтов, вот этих вот остатков с тканями, да, с мягкими, они были найдены в Якутии. То, что мы их выкопаем, потом что с ними, пару бивней в музеях поставим, а остальное все, что делать с ними. Информацию мы с них возьмем, все вычитаем, все математически даже рассчитаем изгибы, все это, и потом, что материал очень такой органический, ему свойственно разложение, то есть естественное разложение, ее никак не остановить, понимаете. Она, там лаком химически как-то можно, но каждый бивень это тоннами бивни, кто-то их должен содержать, на это финансирование, на это специальные условия надо, чтобы все эти бивни держать в определенных условиях, чтобы они не трескались, что-то в этом духе. Валерий Валерьевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы.